раз это уже в народ пошел такой разговор, уже не могу я не сказать, что я встречался вчера с родным братом этого значит, генерального прокурора. Мы очень близки, я к нему хорошо отношусь, к его брату, наверное, многие его знают. Очень положительный парень. Но мы о чем-то говорили, о каких-то вещах он за своего брата просил. Если он себе позволил какой-то исковерканный разговор вынести, ну я себе не могу позволить то, что он там просил, говорил за своего брата, ну мне не позволяет мое абхазское я и мое эго. Пусть это останется на совести тех людей, которые сегодня этот разговор в таком виде подали. Единственное, что я просил его брата, я хочу, чтобы все это слышали. Тех, кто там, кому там, я не понимаю, мозги промывают. Я единственное сказал, это брат твой не может стать тем человеком, за которого абхазский народ должен стать друг перед другом. Да? Конфронтацию из-за него еще не хватало, чтобы абхазский народ вставал. Как будто он такой успешный был прокурор, что за него еще там должны люди поубивать друг друга. Я сказал единственное его брату, Варабрида Псуазар, Эйли Каавазар, Абраи Хойзелом Каавазар, насколько вся эта ситуация нагрета. Вара Яха, Яра, значит, его срок заканчивается. Абия Вайлам Цакба Цад. А выбор Куабхей что? Ялар Хоздахабаб. Значит, Яра Дапсоп Дзепхазаль дал по президент Диргиш Вазар. Это их вопрос. Их вопрос, вернее. А сегодня, мы еще раз говорю, мы же никого не предлагаем, не говорим, назначьте того-то, и того-то. Это справедливо. Вот мы, как трое человек, вот здесь сидящие, участвовали в переговорах, и в очень сложных переговорах, когда наш народ мог пролить кровь, мы не допустили. С другой стороны, также трое представителей, так скажем, экс-власти присутствовали, да, там Пилия, значит, Гумба, Хеция, там тоже проявили мудрость. И мы 9, да, тяжело было, 9,5 часов проходили переговоры. Но мы нашли тот нужный выход из этой ситуации, чтобы не столкнуть наш народ. А я не понял, почему генеральный прокурор должен бегать, людей кого-то собирать. Кто-то ему сказал, что там нападать будут, что ли? Или он сам ходит, предлагает себя. Это что такое? Это вообще по-мужски, по-абхазски, что ли? Ходит, меня выберите, меня представьте. Во-первых, исполняющий обязанности президента не обязан его представлять. Нету такого закона. Если посчитают, что он нужен, могут его представить. Но не он будет навязывать свое мнение, там, исполняющий обязанности президента. Или по закону, что у него закончилось, и обязательно должны его представить. Не обязательно. Могут Квициния представить, могут, не знаю, Аршба представить, не знаю, там, Хашба, не знаю, любого Тарба, кого хотите. Могут представить, причем он. Кто сказал, что это догма, что его должны представить? Сегодня каждый из политиков, кто имеет ответственность сегодня, там 6 человек сидело за этим столом, из правильного и мудрого решения, значит, будет ситуация, при котором или мы доведем спокойно страну до выборов, или я не знаю, чем это закончится. И стоит ли вообще вообще обсуждение этого вопроса. Или его должности его прокурора. У нас много чего есть. Сейчас мы не будем, как они там на камеру, что он там говорил. Ну, все не хотим. У нас какие-то записи есть, его переговоры есть, его дела есть. Честно говоря, не хочется вот это все воротить. Если нужно будет, конечно, тоже можем. Если кому-то интересно конкретно лично, мы тоже можем предоставить. Так что я думаю, что люди должны понять, что не это наша главная цель. Наша главная цель – довести нашу страну цивилизованно к выборам. Народ определит, будет он генеральным прокурором или там, я не знаю, еще кем-то. И вообще будущее наше направление нашей страны определит народ, избирая того или другого, значит, кандидата. Спасибо. Кстати, я извиняюсь. Уважаемые друзья, сейчас наша встреча посвящена текущей общественно-политической ситуации. В частности, речь идет о сегодняшнем собрании общественности в поддержку генерального прокурора и ряда его высказываний. В 2 словах мы здесь все прокомментируем. Дело вот в чем. Значит, может быть, кто-то неправильно понял то, что мы предлагали до этого.
У нас есть договоренность, благодаря которой в рамках переговоров в Министерстве обороны, благодаря этой договоренности нам удалось стабилизировать ситуацию и найти некий компромисс и баланс. Я просто напомню, может кто-то забыл, речь шла о том, что никакие кадровые назначения до того, как пройдут президентские выборы, до того, как вновь избранный президент вступит в свои полномочия, никакие кадровые вопросы не обсуждаются. Вот в двух словах, какой был, значит, договор, такое соглашение. Что касается генерального прокурора, здесь никто не ставит вопрос о том, чтобы снять генерального прокурора и назначить кого-то из представителей оппозиции или кого-то еще. Речь идет только о том, что у генерального прокурора 12 декабря, если я не ошибаюсь, истекает срок полномочий. По нашему закону генерального прокурора представляет президент, Народное собрание, парламент, и парламент утверждает эту кандидатуру сроком на 5 лет. Наше предложение заключается в следующем. Для того, чтобы это должен решать абхазский народ. Кого абхазский народ завтра выберет президентом, вот тот новый глава государства и будет определять, с кем он хочет работать в команде в качестве генерального прокурора, там и остальных чиновников высшего звена. До этого момента мы и действующему вице-президенту, исполняющему обязанности президента, донесли, и сегодня тоже мы с ним встречались. До этого момента никаких представлений, никаких назначений быть не должно. Это справедливо. Это нормальное человеческое предложение, ничего страшного. Там есть заместитель генерального прокурора, если я не ошибаюсь, там Квициния, по-моему. Пускай он исполняет обязанности генерального прокурора до выборов президента. Выборы... Закон позволяет. Да, в рамках закона. Еще раз повторю, здесь никакой кадровой политики нет, мы никого туда не предлагаем, назначьте, значит, кого-то из оппозиции и так далее. Просто мы хотим, чтобы эта персона или эта должность не стала очередным витком напряжения. Потом я хочу прокомментировать отдельные высказывания, которые сегодня прозвучали там с уст генерального прокурора в адрес депутата парламента Кварти. Якобы это личный конфликт. Нет, это не так. Это общее решение. Генеральному прокурору у нас есть обоснованные вопросы. Он все эти годы вел, скажем так, однобокую политику. Он включился в антинародную повестку Аслана Абжания. Он выступал за апартаменты, он возбуждал уголовные дела на людей, которые противостояли антинародным инициативам Аслана Абжания, экс-президента. Но при этом, к сожалению, так получалось, что он не видел те преступления, которые уголовного характера, которые совершались сторонниками экс-власти. То есть он подходил к своей работе несправедливо. Он делил людей на своих и чужих. Мы не хотим делить людей на своих и чужих. Мы хотим, чтобы закон работал для всех одинаково. А в этом смысле генеральный прокурор, к сожалению, превратился в политическую фигуру, который вышел за рамки своих полномочий. Вы все помните, как он выступал в поддержку законопроекта об апартаментах. Ну, какое отношение генеральный прокурор имеет к законопроекту об апартаментах, например, да? Вот как пример вам приведу. Поэтому вот такого рода претензии к нему есть. Да, скажу, мы с большим уважением относимся ко всем мнениям. Люди, которые сегодня там собрались, там среди них есть наши друзья, наши родственники, мы уважаем их мнение, но мы все друг друга должны уважать. Не бывает так, что одно мнение должно преобладать, другое надо отодвигать. Мы должны сделать все в этой непростой ситуации, что вот этот баланс, который достигнут в рамках долгих переговоров, и благодаря всем вам, вашему терпению, выдержке, этот баланс надо сохранить, дойти до президентских выборов спокойно, провести президентские выборы. Весь мир на нас смотрит. Мы должны все-таки показать миру, что мы народ, который умеет договариваться. Я считаю, что должность генерального прокурора не является такой предметом, знаете, краеугольным камнем нашего государства.
И из-за того, что кто-то хочет сохранить за собой полномочия, чтобы мы опять сталкивали людей. Что произойдет, если исполняющий обязанности президента в нарушение тех договоренностей, которые были достигнуты в Министерстве обороны, мы подписали соглашение, представит генерального прокурора в Народное собрание, парламент, соберутся люди, которые недовольны, соберутся с той стороны люди, опять произойдет какая-то конфронтация. Завершаю. Еще раз подчеркиваю, мы не лоббируем на какую-то должность своих людей, мы кадровыми вопросами вообще в принципе не занимаемся. Мы говорим так, вот этот баланс, который достигнут, давайте его сохраним, и это справедливо до президентских выборов. Я считаю, что это позиция нормальная, государственная позиция. Я так понял, что и исполняющий обязанности президента в принципе эту позицию разделяет. Но оказывать давление на исполняющего обязанности президента, ну это неправильно, что кто-то к нему ходил, давайте там, значит, представьте того или того. А что будет завтра, если, извините меня, соберется еще там 50 или 100 человек, скажут, давайте этого прокурора. Ну это же будет, значит, бардак, который никогда не закончится. Я думаю, все вы поддерживаете этот наш посыл. Давайте сохраним ситуацию стабильной. Ничего страшного, генеральный действующий прокурор, с декабря месяца у него заканчиваются полномочия, до, ну, условно, 15 февраля выборы будут назначены, как мы знаем. Там 1,5 месяца будет исполнять обязанности один из его заместителей. Я думаю, ничего страшного не произойдет за это время. Правильно? Это нормально. Мы, еще раз говорю, мы своего туда никого не просим, чтобы назначить. Поэтому я прошу всех, кто и поддерживает генерального прокурора, и там и наши друзья есть, это мои близкие люди, услышать нас. Давайте не будем сейчас обострять из-за этой должности, оно того не стоит. Спасибо. Добрый день всем. Меня, честно говоря, в этой ситуации очень удивил один факт. Мы знаем, что прошедшие события были связаны у нас с апартаментами, да, когда массово народ высказал свою точку зрения, когда массово выступили против соглашения, антинародного соглашения. И вот представители, так скажем, прокуратуры, которые участвовали в этом, да, также со стороны государства осуществляли, так скажем, прикрытие этих соглашений и участвовали в том, что продвигали и говорили, что все это законно. Сейчас мы, оказывается, все это забыли и переносим на личную неприязнь. Да, вот выступление прокурора, который говорит о том, что все из-за того, что значит, один депутат не любит его. Ну это вообще просто смешно, честно говоря. Здесь в такой ситуации, когда происходят такие массовые волнения, когда народ, значит, взял власть в свои руки и осуществил, так скажем, народовластие, говорить о том, что давайте вот, как ни в чем не бывало, дайте мне там посидеть или еще на следующий срок остаться, я считаю, что это совершенно неправильно. Поэтому не надо переносить эту проблему на личные отношения, не надо говорить о том, что все связано с тем, что значит, оппозиция не любит там прокурора, поэтому давайте его оставим еще на следующий срок. Поэтому, мне кажется, здесь самое приемлемое в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили, чтобы замы, которые будут исполнять обязанности, да, генпрокурора, в эти сроки без давления как чьей-либо стороны, потому что на самом деле вот такой сбор людей, уважаемых там людей, уважаемых фамилий и так далее, мне кажется, это
тоже перед зданием прокуратуры тоже какое-то, значит, давление, оказание давления на прокуратуру, потому что в этом здании сидят люди, которые, значит, должны осуществить, значит, надзор, да, за законом. Мне кажется, это тоже неправильно, да, вот, и вот эти вот понятия, что вот нас поддерживает наша фамилия, нас поддерживает наш там село или так далее, ну и давайте покажем, что мы, страна, на нас же все смотрят, и все вот эти факторы нас принижают. Мы сегодня показали высочайший уровень сознания, и давайте в этих же рамках продолжать это, потому что есть правовые формы, о которых вот я Хотел бы обратить внимание тех, кто смотрит и слушает нас, на такую деталь следующую. Это не деталь, это очень важно. Я считаю, что мы с вами все видели, весь народ, и не только в Абхазии, и за пределами Абхазии, увидели, к чему привела антинародная политика Бжани, и где он сейчас находится. И однако, как показывают события, он стремится к реваншу. Вот этот реванш был обозначен вчера, по-моему, в заявлении о намерениях баллотироваться на президентских выборах. Естественно, что он пытается сейчас через чиновников разного уровня, силовиков, тех, кто его поддерживал все это время, как здесь было сказано, пытается через них организовывать всякого рода акции и так далее и тому подобное. И вот эти люди, по его мнению, да, чиновники, которые сегодня действуют, они будут, будут пытаться, как здесь сказано было выше коллегами, будут пытаться, значит, навязывать мнение или давить на наших избирателей. Вот это один момент. И вот эта акция сегодняшняя в прокуратуре сильно напоминает вот один из таких сценариев. Теперь генеральный прокурор сегодня, комментируя ситуацию, очень много там сказал вещей, которые, на его взгляд, являются, значит, тем, что он вот так положительно работал, каких он успехов достиг и так далее и тому подобное. Вот здесь несколько вопросов, их много, но несколько вопросов, которые не только говорят, а задают эти вопросы присутствующие здесь. Это вопросы задают наши люди, с кем мы в ежедневном режиме в контакте находимся. Эти вопросы задают те люди, которые пришли на площадь и так далее. И первый, вот самый главный вопрос: генеральный прокурор никак не реагировал на нарушение закона о СМИ, когда не допускали средства массовой информации. Я вот с этого, пожалуй, могу начать. То, что Министерство обороны, значит, участвовало в внутриполитических процессах, здесь Наталья Викторовна уже сказала. И дальше по списку не было реакции по поводу сдачи деклараций нашими чиновниками, вы помните. Не было реакции по поводу, значит, послания ежегодного. Никакой вообще реакции нет. Ну, нету послания, нету, не задекларировали чиновники, как говорит об этом закон. Не задекларировали, ну и бог с ними. То есть здесь можно бесконечно перечислять. Вот про контрольную палату сказали. Опять же, ущерб от нелегального майнинга. То есть сгорели трансформаторы, бытовая техника, значит, нанесен колоссальный ущерб государству, и никто за это не ответил. По Ачгваре тоже уже сказали. По, допустим, избиения по политическим мотивам и так далее. Вот того же Агрба, когда это самое нападение на него было, никакой реакции. То есть вопросов очень много к работе генерального прокурора и генеральной прокуратуры в целом. Мы можем, пожалуйста, сесть, допустим, за какой-то стол, и мы можем в публичном пространстве, мы государственные люди, так, по крайней мере, позиционирует Генеральная прокуратура себя, мы можем задать эти вопросы и не только через средства массовой информации, но и списком тоже можем подать.
Как говорили здесь коллеги выше, на сегодняшний день вообще никаких препятствий для работы Генерального прокуратуры нет. Спасибо вам за внимание. Сказано. Но я считаю, что никто не должен удивляться, никто, ни генеральный прокурор, ни председатель СГБ, ни председатель телевидения, ни любой министр, если завтра действующий, исполняющий обязанности президента или премьер-министра не утвердит их кандидатуру. Понимаете, президент ушел в отставку не из-за каких-то личных проблем. Президент подал в отставку из-за того, что ряд проектов, которые он продвигал, не соответствовали интересам граждан Абхазии. Интересы граждан Абхазии, которых вы все обязаны были защищать. И прокурор, и национальное телевидение, и суд конституционный, и министры. Вы все несете ответственность за тот кризис, который только граждане Абхазии смогли разрешить. Это как получается, что вот один президент получается плохой, а вы у него что, были рабами, и вы, а вот теперь его нету, и вы теперь стали хорошие, и теперь будете правильную государственную политику проводить. Вы все несете ответственность, причем есть личные отношения. Там у Анна Валерьевича или у кого-то. У меня, например, прекрасные отношения. Я был одним из сторонников назначения генерального прокурора. Но я не являюсь сторонником того, что он останется на своем посту и дальше. Потому что он принимал непосредственное участие в реализации тех проектов, которые стоили нам государственного кризиса. Не надо удивляться и не надо переводить стрелки на личные отношения. Хочу сказать, я часто употребляю такое словосочетание, как за всю новейшую историю Абхазии, да, это единственный раз, наверное, когда произошло сращивание криминалитета с госорганами. И в частности с прокуратурой, могу точно заявить, с прокуратурой. Простите мой мавитон, прошу прощения, я так и не поняла, кто под кем ходит, понимаете? Простите меня за это. Я просто хотела бы напомнить нашему генеральному прокурору, который хочет остаться в кресле генерального, просто самую главную статью закона, вот я ее просто зачитаю, это закон о прокуратуре Республики Абхазия. И первая статья этого закона, она гласит, вот я просто вам зачитаю. Прокуратура Республики Абхазия – единая централизованная система органов, осуществляющих от имени Республики Абхазия надзор за соблюдением Конституции Республики Абхазия и исполнение законов, действующих на территории Республики Абхазия. У меня просто, в частности, я не знаю, какие там, почему увидели, что Кан Валерьевич предъявляет ему претензию. У меня огромное количество претензий к генеральному прокурору. Я как раз обращалась в Генеральную прокуратуру, обращались, но получали ответ, что это полномочия. То есть это. Я хочу сказать, что вот Адгур Амирович говорил сейчас, он не увидел даже вот на предмет Конституции. Он должен осуществлять любого закона, соглашения международного. Все, что принимает парламент, ратифицирует, он должен следить за исполнением в первую очередь на предмет соответствия с Конституцией Республики Абхазия и наших законов. Я хочу сказать, он также не увидел, я сейчас немножко меня уже, прошу прощения, удосит, но он не увидел, да, что, например, наше Министерство обороны выдвинуло технику против собственного народа. Это он не увидел. Он должен контролировать, это противозаконные действия были.